Доброе утро всем, кто встречает утро пятницы вместе с нами. Сегодня в Уфе 19 июля и 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты Республики», микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня мы вспомним о событиях прошедшего четверга в Башкирии, обсудим их, порассуждаем, проведем голосование на нашем канале в Ютубе, а также вспомним те новости, о которых мы говорили в эфире уже тогда еще радио «Эхо Москвы» в Уфе 5 лет назад в этот день ровно. Напомню, это прямой эфир. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять в нашем чате на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Не забывайте подписаться на наш канал, если вы не подписаны. И не забывайте посмотреть внизу на ссылки сервисов Boosty и Donation Alerts. Там есть, с помощью этих сервисов можно поддержать редакцию деньгами. И это нам поможет в нашей работе. Спасибо вам, если вы воспользуетесь этими сервисами. Итак, давайте начнем обзор прессы. В ходе специальной военной операции погибли еще 11 военных из Башкортостана. Об этом сообщила вчера наша редакция. Сразу хочу уточнить, что мы собираем данные со всех источников. Какие-то сведения мы находим слишком поздно, поэтому даты, допустим, когда простились с тем или иным военнослужащим из Башкирии, могут быть даже июньскими датами, а некоторые еще более поздними. Сейчас вы все поймете. Итак, в Сибае простились с гвардией рядовым Павлом Гонтарем. Это было 17 июля. В этот же день в Белебеевском районе простились с Николаем Лапшиным. И в этот же день в Иглинском районе простились с Сергеем Янчиевым. 16 июля о гибели Зинфира Хусаинова сообщили в местном паблике Стерлитамака. В Кушнаренковском районе 8 июля проводили в последний путь Валерия Вагина. 5 июля в деревне Новый Янзигит Краснокамского района простились с Венером Валиулиным. 19 июня в этой же деревне простились с рядовым Фикусом Нуртдиновым. 4 июня в Бирске простились с ефрейтором Павлом Черновым. В электронной книге памяти Уфы появились новые сведения о захоронениях военных, погибших на специальной военной операции. И там, естественно, данные будут уже еще более ранние, скажем так. Так, например, Ирик Ахмедгалеев похоронен на Северном кладбище. Он погиб 29 января 2024 года. Азат Аширов также на Северном кладбище был похоронен, погиб 6 марта этого года. Александр Барзилов также похоронен на Северном кладбище, участник второй чеченской кампании. Был призван по мобилизации в октябре и погиб 2 марта 2024 года. Таким образом, общее число погибших в ходе специальной военной операции соотечественников из Башкортостана достигло такой достаточно круглой цифры 2470. И 2471 стал башкирский танцовщик Раиль Ханов, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили многие СМИ, в том числе даже российская газета об этом рассказала со ссылкой на Сибайское концертно-театральное объединение, где работал артист. Так вот, прощание с артистом должно пройти в его селе родном сегодня, в Курамино это будет. Курамино, он там родился. И российская газета рассказывает некоторые детали его, так сказать, судьбы. Раиль Ханов отправился на спецоперацию по мобилизации в сентябре 2022 года. В 2023 году по указу главы Башкирии он получил звание заслуженного артиста республики. И он участвовал во многих хореографических постановках, специализировался на народных танцах, где часто исполнял главные партии в Сибайском концертно-театральном объединении. Напомню, он работал. Таким образом, общее число, если уж быть точным, по данным нашей редакции, погибших соотечественников в ходе СВО 2471 достигло этой цифры. Тем временем СМИ сообщают, что власти Башкортостана убеждают женщин воздействовать на мужей, арестованных по Баймакскому делу, чтобы те признали свою вину и раскаялись. В частности, об этом рассказал телеграм-канал Эхо ФМ со ссылкой на другие СМИ.
В течение зимы и весны эту работу вели члены Совета по правам человека при главе республики. А с прошлой недели к таким мероприятиям подключился и первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Азат Бадранов. Как утверждают журналисты, чиновник совместно с членами Совета по правам человека провел в Заурале несколько встреч с родственниками некоторых обвиняемых. Первая встреча прошла еще 12 июля в селе Акьяр, это райцентр Хайбулинского района. И еще две встречи прошли в выходные в Баймакском районе, в самом Баймаке и в селе Ишмурзино. Ну, еще все помнят, наверное, видео, кто следит за этой темой, конечно, не все, появилась видео встречи его в Темесово. Так что вот тут как бы неполная информация у одного из изданий. И по рассказам активистов, эти встречи свелись к предложению властей родным обвиняемых воздействовать на своих арестованных родственников, чтобы они признали свою вину. Вот. И чем же они это как-то как бы аргументировали? Тем, что сейчас идет такая работа у властей, чтобы всем фигурантам баймакского дела дали условные сроки или штрафы. Вот. Среди них, правда, среди этих, кого арестовали, больше, чем 80 человек, напомню. По словам Азата Бадрана, опять же, со ссылкой на СМИ, 20 человек это провокаторы, они якобы были с рациями и с иностранной валютой, и вот этим 20 людям будут реальные сроки наказания. Также активисты отметили, что ни Бадранов, ни руководитель СПЧ Гайсина ничего твердо не обещали. Они сказали, что ждут итогов суда по Ильшату Ульябаеву в Орске. Определенно же они пообещали, что помогут семьям, оставшимся без кормильцев в каких-то хозяйственных нуждах. Ну, вот как бы такая информация. Очень сложно эту информацию проверять, перепроверять, потому что на самом деле это надо встречаться именно с теми участниками встречи, либо самому Азату Бадранову задавать такие вопросы. К сожалению, вот лично на мой вопрос в соцсетях Азату Бадранову я написал, он мне ничего не ответил, поэтому сложно утверждать, как бы, что именно там внутри происходило. Это надо иметь либо хотя бы аудиозапись встречи, или видеозапись. У кого есть такие возможности, присылайте. Мы просто будем говорить то, как есть. Не будем никого обманывать. Если у вас есть возможность прислать аудиозапись встречи, мы будем только вам благодарны. Ну вот, говорили, значит, на встречах якобы, что ждут решения суда по первому фигуранту баймакского дела Илшату Ульябаеву. Напомню, его дело начало рассматриваться в Орске еще в мае. Шло оно весь июнь. Последнее заседание 20 июня было, которое мы освещали, могли сами лично отправить корреспондента туда. И потом большой перерыв был, достаточно большой. Было потом назначено заседание, дай бог памяти, на 15 июля, если не ошибаюсь. И там очень случилось странное такое событие. Судья вынес приговор. Так было, по крайней мере, написано на сайте суда. Вот. Но не огласил его. И перенес оглашение суда на следующий день. Вот. Получается, 16 июля, или 17 июля, 17, прошу прощения, 17 июля в 15:30 должно было быть оглашение. Все ждали, журналисты и родственники, и многие, кто интересуется баймакским делом, информации никакой. В этот день оглашения не было. Опять его перенесли, как это выяснилось. И вчера вечером, в 4 часа, он должен был, судья, все-таки огласить приговор. И он его вынес. И в пресс-службе суда, Ленинского районного суда, напомню, там проходил суд, сообщили следующее. Участника баймакского дела Илшата Ульябаева лишили свободы на 5 лет. В общем, ему вынесли обвинительный приговор, признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции. Здесь очень важно каждое слово в этом решении суда. К сожалению, самого решения суда, естественно, пока нет. Есть только вот сообщение пресс-службы. Но, тем не менее, они, я думаю, ссылаются все-таки на какие-то факты, материалы дела. Так вот, по этому официальному сообщению что следует? Суд установил, что в январе этого года на территории Баймака, возле здания районного суда, произошел митинг граждан. Вот тут очень важные формулировки. Именно митинг произошел численностью более 1500 человек в поддержку привлекаемого к уголовной ответственности местного активиста, в ходе которого произошли массовые беспорядки, участие в которых принял в том числе и Илшат Ульябаев.
Вот, и подтверждается, значит, там еще, что данные беспорядки сопровождались применением физической силы к сотрудникам правоохранительных органов. Вот, сам Улибаев утверждается, что он причинил в группе с другими лицами одному из сотрудников полиции легкий вред здоровью. Были повреждены служебные транспортные средства, закидывали органы правопорядка предметами, представляющими опасность в виде глыб льда, поленьев и других предметов, воспрепятствованием проезду автотранспорта для конвоирования осужденного. Свою вину Элшат Улибаев признал, в содеянном раскаялся. Вот это вот, конец цитаты, не полностью, конечно, не дословно, но вот суть, она в этом содержится, сообщение пресс-службы Ленинского районного суда Орска. Ну вот и в итоге, значит, первый фигурант по баймакскому делу получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это первый приговор. Пока приговор закону силы не вступил, напомню, есть право на апелляцию. И надо сказать, что гособвинение запрашивало Улибаева вдвое больше срок, 10 лет. Вот, ему как бы вдвое меньше дали. Что еще было интересно? Сама личность Улибаева, что ему 50 лет, он фермер. У него 8 детей, жена больна раком. Что еще такого важного надо сказать? Ну да, надо, наверное, вспомнить некие материалы дела чуть-чуть. Ну, во-первых, в материалах дела было показание, что Улибаев подбежал к поваленному на землю другими протестующими начальнику полиции Стельтамака, с разбега нанес ему удар ногой в область головы, после чего нанес по голове еще не менее одного удара ногой и не менее одного удара рукой, причинив легкий вред здоровью. Ну, там даже вроде где-то уточняется, что повреждение глаза получил этот подполковник. Вот. И, собственно говоря, продолжим эту тему чуть позже. Я хотел бы сейчас вас спросить. Приговор суда в Орске по первому делу по Баймаку носит политический характер, да или нет? Как вы думаете? Да, если вы считаете, что само дело политически мотивировано, ну тогда и приговор будет мотивирован политически. Нет, если вы считаете, ну это чистая уголовка, человек пнул полицейского ногой, за это получил 5 лет, это вполне нормально, так сказать. Такое уголовное наказание последовало. То есть это не политическое дело. Давайте проголосуем в нашем канале в YouTube. Ответьте на вопрос. Достаточно просто, я думаю, выбрать свое мнение, высказать, прошу прощения. Приговор суда в Орске по первому делу по Баймаку носит политический характер, да или нет? Все. Вариантов ответов, я думаю, больше не стоит. Если у вас, конечно, есть какой-то третий, четвертый вариант, можете в комментариях высказаться. Итак, продолжаем тему Баймака. Агентство Башинформ вчера разродилось большой статьей, которая озаглавлена «Зачинщики баймакских беспорядков вновь хотят раскачать ситуацию в Башкирии». Заголовок очень меня привлек. Я думал, сейчас наконец-то узнаю имена тех организаторов, провокаторов и прочее, которые там, собственно говоря, зачинали эти баймакские беспорядки. Вот. Думаю, что-то новое узнаю. К сожалению, узнал немножко... Тоже какие-то новые вещи узнал, но не те, которые я хотел услышать, узнать. Во-первых, здесь в первых предложениях, в первых этих абзацах говорится не о каких-то там людях, которые призывали людей, граждан Башкирии, там, прийти на территорию суда в Баймаке, а рассказали о журналистах почему-то. Вот. Дело в том, что журналисты, как пишут, вот я цитирую агентство Башинформ, журналисты так называемого правозащитного ресурса ОВД-Инфо, который является в СМИ признан в России инагентом, в рассылаемых в мессенджерах сообщениях жителям Баймакского района, прежде всего родным и близким участников массовых беспорядков, просят поделиться информацией для подготовки материала. Такие сообщения инагенты рассылают в мессенджерах. То есть вот в качестве каких-то вот новостей преподносится, что журналисты проводят свою работу. Что в этом такого плохого, я не понимаю. Я тоже вот сейчас спрашиваю и прошу вас, допустим, если у вас есть аудиозапись встречи с Азатом Бадановым, пришлите мне, что это является каким-то таким противоестественным, что ли. У журналистов есть право, напомню, по закону, законными методами собирать и распространять информацию. Все. Они делают свою работу.
В этом усматривается некая хитрость. Совет, значит, от журналиста Башинформа. А, Людям должно хватить житейской мудрости не поддаваться на подобные призывы, которые являются очередной провокацией. Что является провокацией, непонятно. Вот. Но тем не менее, дальше, значит, уже вроде как переходит речь к каким-то конкретным зачинщикам. И тут вот о них, значит, говорится такими словами. Полгода назад, в январе 2024 года, оппозиционеры, действующие по указке из-за рубежа, уже показали свою настоящую заботу в кавычках об аймакцах. Они фактически подставили их и подвели под уголовные дела только для того, чтобы растиражировать на весь мир картинку беспорядков в Башкирии и скормить западной аудитории басни про межнациональные проблемы в центре России и якобы угнетение башкирского народа. Ну, вот это слишком большая цитата, но прошу прощения, но тем не менее. Значит, кто у нас зачинщики? Вот чьи имена и фамилии назвали? Оппозиционеры, действующие по указке из-за рубежа. Все. Поставили ярлык, фамилий нету, доказательств нету. И тем самым, вот получается, журналист на голубом глазу считает, что все вот эти люди, как вот даже суд признал, более 1500 человек, на самом деле, я думаю, было их гораздо больше, они пришли по указке оппозиционеров, и причем по указке из-за рубежа. Это вот надо настолько не уважать своих граждан, своих собственных соотечественников, чтобы думать, что они вот все такие манипулируемые куклы, которые поддаются на какие-то провокации и приходят на площадь лишь бы для того, чтобы показать картинку Западу. Это настолько нужно не уважать самого себя, к сожалению. Вот уважаемый журналист, не знаю, кто писал эту статью, скорее всего, по указке тоже, только не из-за рубежа, а из какого-то другого, более конкретного органа власти. Вот, я надеюсь, это не ваше личное мнение. Вы просто выполняли задание. Вот. Настолько нужно не уважать собственных соотечественников, чтобы думать, что они пришли, вот все 5000 человек, условно, да, пришли из-за того, что им кто-то там в мессенджерах там написал: приходите, вот давайте поддержим там Фаиля Алсынова, который, напомню, внесен в список экстремистов-террористов. И они все настолько, значит, как назвал их Ради Хабиров, глупыши, вот, не имеют собственного мнения, не имеют собственных мотивов, мотивации, нет у них головы, они не взрослые люди. Вот они все, значит, как, не знаю, управляемая толпа пришли, значит, на эту площадь. Нет, это не так, уважаемые мои коллеги. Это не так. Сейчас 21 век. Информация распространяется свободно. Каждый человек имеет свою голову. Каждый человек может оценивать эту информацию. Каждый человек сам принимает решение. Его за веревочку не тащат. Он сам решает, что ему делать, куда выходить и как выходить. Истинная суть баймакских событий была в том, что годами, подчеркиваю, даже десятилетиями, ресурсодобывающие компании, в том числе золотодобытчики, присваивали, ну, условно говоря, разрабатывали землю и оставляли эту землю разрушенной. И не делали ничего, чтобы эта земля была в порядке. Разрушали нашу природу и экологию. Люди, которые живут на этой земле, протестовали против этого годами. Собирали народные сходы. Один из народных сходов кончился тем, что там выступал Фаиль Алсынов. И он сказал то же самое, что поддержали многие. Что, ну, насчет земли. Нельзя так к ней относиться. И за эти слова прицепились и донос, скажем так, донос конкретно, да, донос, заявление, можем, если называть более официальными словами, на Алсынова написал конкретно Радий Хабиров. И он стал зачинщиком этих всех событий. Именно он. И тут нужно называть вещи своими именами. Пока у нас есть такая возможность, мы будем называть вещи своими именами. И именно Хабиров толкнул тот камень с горы, который вызвал цепочку и лавину событий. Именно этот главный, ну, скажем так, главная причина всех этих событий. Понятно, что не он один отвечает за все. Понятно, что там есть еще и главы районов, есть и депутаты, есть и многие другие, там, не знаю, межведомственная та же комиссия по природным ресурсам. Ни один из представителей власти во время баймакских событий не пришел к людям, не поговорил, не выступил, не убедил их, что стояние на площади никак на решение суда не повлияет. Вот тут простые вещи надо было говорить. Ребята, вы стоите, хорошо, но вы должны понимать, что это никак не повлияет на решение суда. По закону суд у нас независим
от власти в том числе, получается, и независим он должен быть как бы от того, что люди приходят там тысячами. Понятно, что вы высказываете свое мнение, может быть, судья и посмотрит, и, может быть, что-нибудь подумает, у него в голове что-то поменяется. Но нет, к сожалению, нет. Вот. И поэтому, когда вы говорите, что кто-то управляет из-за рубежа, какие-то оппозиционеры, какие-то инагенты на людей, на поведение людей в России, в Башкирии, в Заурале, вы очень делаете неразумные выводы, неправильные выводы, неграмотные выводы, я бы сказал, глупые выводы. Вот, ну, такая у вас, видимо, работа, вы не можете по-другому, к сожалению. Вот. Ну, тут я могу, конечно, еще цитировать эту статью. Но кто заинтересуется, почитайте сами. Я думаю, аргументы у вас тоже голова на месте есть. Вы тоже можете сравнить реальность и то, что пишет Башинформ. Статья называется «Зачинщики баймакских беспорядков вновь хотят раскачать ситуацию в Башкирии». А я напоминаю, что у нас на канале в Ютубе идет голосование. Я спрашиваю вас, приговор суда в Орске по первому делу по Баймаку носит политический характер, да или нет? Вопрос такой. Отвечайте, выбирайте ответы. Еще насчет прессы хотел бы все-таки немножечко, буквально пару слов добавить, чтобы все понимали, как, в какой ситуации работают сейчас журналисты. У нас есть, например, два таких инструмента, по которым можно понимать, какие новости идут в топе. Например, есть такой инструмент Медиаметрикс, где говорится, сколько за сутки, например, ту или иную новость обсуждали в социальных сетях. То есть она вызвала интерес, ну, соответственно, ее интересуется, значит, об этом и пишут. Так вот, топ-10 Медиаметрикса вчерашнего дня, вот только заголовки прочитаю. На первом месте. Суд ужесточил наказание жителю Башкирии, который жестоко избил собаку на глазах у ребенка. На втором месте. В Башкирии на железнодорожных путях нашли тело женщины без головы. На третьем месте. Такая же новость, только другого издания. На четвертом месте. Погода в Башкирии, каким будет август. На пятом. На Башкирию надвигается погодный апокалипсис. На третьем. На шестом. Вахтовик из Башкирии устроил дебош в аэропорту Ноябрьска. Блогер из Башкирии поспорил на деньги, что отмоет автобусные остановки. Семья из Уфы попала в ДТП на трассе в Татарстане. 38-летнюю женщину разыскивают в Башкирии. И еще раз, в Башкирии на железнодорожных путях нашли тело женщины без головы. Вот заголовки новостей вчерашних. Ни слова про Баймак. Ни слова. Первое дело. Баймакское. Первый фигурант баймакского дела. Получил приговор 5 лет за то, что нанес легкий вред здоровью полицейскому. Участвовал в массовых беспорядках, как считает судья. Хотя никаких массовых беспорядков не было. Массовые беспорядки, напоминаю, посмотрите любое видео там, из того же Парижа. Это переворачивают машины, поджигают, бьют витрины магазинов. Это и есть массовые беспорядки. Или посмотрите, как в Дагестане искали, толпа ринулась на аэропорт. Вот там, да, это похоже на массовые беспорядки. Там искали, я напомню, якобы евреев из Израиля, прилетевших в Дагестан. Вот там, да, массовые беспорядки, и то там было меньше, скажем, такого ущерба, как показывают в европейских странах. Что было в Баймаке? Мы тоже видели видео. Переворачивали машины? Нет. Поджигали что-то? Нет. Дрались конкретно сильно с полицейскими. Эти моменты были, похожи были. То есть там было такое противостояние, видно было, что руками размахивают, ногами. Вот в частности тот же Илшат Улибаев подтвердил, что он там пнул ногой и рукой. Это было. Но это не массовые беспорядки. Это можно назвать по-другому. Хулиганством, там, насилием в отношении представителей власти и так далее. Но и это не митинг. Митинг — это когда есть организаторы конкретные, которые объявляют повестку митинга, которые объясняют, для чего этот митинг, заранее говорят, что у нас такие-то цели. Потом, возможно, обязательно есть какой-то организатор, который выступает там люди с мегафоном, принимают резолюцию. Вот это примерно митинг. Было там что-то подобное? Не было. Поэтому имейте свою голову на плечах. Понятно, что судья теперь уже от своего не отступит. Уже решение принято, и остальные судьи тоже будут принимать решение, что был митинг, что были массовые беспорядки. Это все понятно. Это просто нужно трезво понимать, что происходит в этой жизни. Ну, еще по поводу повестки журналистской, я все-таки еще чуть-чуть эту тему закончу. Есть второй инструмент.
которым раньше мы охотно все журналисты пользовались, это Яндекс Новости, где Яндекс дает повестку дня, там, скажем, по республике, там, по другим, там, по России можно посмотреть. И вот я тоже открываю прямо сейчас эту Яндекс Новости. Сейчас этот инструмент, сразу скажу, испортился. Сейчас как бы там дают более устаревшие новости, но тем не менее, все равно. Какая повестка? На первом месте. В Уфе перед судом предстанет бывший полицейский, покрывавший горный бизнес. На втором месте. Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в специальной военной операции. На третьем месте. Минэкология назвала причину неприятного запаха на улицах Башкирии. На четвертом месте. В Уфе на правой половине Шакшинского моста начали укладывать асфальт. На пятом месте. 3 жилых дома в Уфе изымают у владельцев для нужд города. Вот такая информационная повестка. Вот чем кормит людей официальная пресса. Ну, я думаю, здесь дальше не стоит даже комментировать. Продолжим свою собственную информационную повестку. Следствие по делу Ольги Комлевой завершено. Об этом она сообщила сама в письме от 12 июля. Оно было опубликовано только вчера, только поздним вечером 17 июля. И вот она, значит, пишет. Только я собралась окопаться в СИЗО-6 Москвы, распланировали с мужем доставку капусты и лука, как пришли следователь и адвокат, и все. Расследование моего дела завершено. Теперь, по словам Ольги Комлевой, теперь ей предстоит ознакомиться с 30 томами дела, а на судебный процесс ее должны отправить в Уфу. Вот. Ну и я напомню, что вина Ольги заключается только в том, что она ранее участвовала, была волонтером Уфимского штаба Навального. Штаб Навального, организация, которая признана экстремистской, запрещена и ликвидирована в России. Так вот, и, собственно говоря, больше-то я не знаю, что ей еще можно предъявить. Но за это, собственно говоря, ей уже и так сильно наказывали, сильно предъявляли. Очень много исков ей предъявляли материальных, типа, что она должна заплатить за работу полицейских во времена массовых протестов по поводу Навального в Уфе. Там миллионы. Вот. Но она за это, я считаю, уже там рассчитывается и прочее, уже отвечает. А тут ее, значит, за участие в экстремистском сообществе, которое, собственно говоря, уже было ликвидировано, и непонятно, за что наказывать, задним числом. Второй раз за что-то, не знаю, трудно мне сказать. Не верю я, что она вообще какой-то экстремист, это как бы вообще глупо. И до сих пор, кстати, Ольга Комлева не внесена в список экстремистов-террористов. Наконец-то здесь хоть чуть-чуть какая-то справедливость, но это, я думаю, не за горами. Рано или поздно ее туда внесут. Вот, напомню, что Ольга Комлева активно освещала события в Баймаке. Только благодаря ей можно посмотреть полное видео, полную версию видео, что там происходит там, минута за минутой. Как бы, кто вот не верит моим словам, просто наберите Ольгу Комлеву в Ютубе. И там есть это видео. Там видно, что никто машины не переворачивал и ничего не поджигал. К другим новостям. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого во взяточничестве. Речь идет по версии следствия о полицейском, который в 2022 году получил аж 700 тысяч рублей от людей, которые организовывали азартные игры в Уфе, за покровительство, непринятие мер по привлечению их к уголовной ответственности. Мало того, что он деньги получил по версии следствия, он еще и попросил одного из этих граждан оговорить заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорного бизнеса башкирского МВД в получении взятки и даже написать явку с повинной ее передачи. Собственно говоря, все это выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД, после чего полицейского уволили. Вот. Он свою вину не признает. Дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы. Собственно говоря, тоже картинка из нашей жизни. Полицейский, который должен защищать закон, берет взятки, чтобы, значит, этот закон не выполнять. 700 тысяч еще хочет своего начальника какого-то там оговорить. Это еще не доказано. Возможно, самого этого полицейского оговаривают. Не знаю. Тут как бы презумпция невиновности в первую очередь. Версия следствия такая. Напомню, что у нас игорный бизнес запрещен аж 1 июля 2009 года. То есть, посчитайте сами, уже 15 лет, юбилей такой. И до сих пор все эти игры у нас проходят. И до сих пор у нас обнаруживают всякие под видом лотереи, еще чего угодно, эти азартные такие дома, игорные дома, раскрывают их периодически. Бизнес процветает, значит.
хоть он и запрещен 15 лет. Тоже, так сказать, информация для размышлений. Посмотрим, что вы пишете в комментариях. Здравствуйте, вашего журналиста запугали в Орске? Нет, не запугали. Просто наш специальный корреспондент Алексей Мельников, он сам живет в Оренбурге. Вот. И я просто за него переживаю, потому что он, во-первых, на связь не выходит. Вполне возможно, что у него какие-то проблемы с правоохранительными органами, потому что во время выборов его там, он что-то делал такое, за что его, значит, пытались задержать, по крайней мере, сотрудники ФСБ с ними имели дело. И вот мы пока не знаем, что с ним вообще происходит. Напомню, это Алексей Мельников. Кто в Оренбурге живет и знает его лично, и может ему достучаться. Но мы звоним, бесполезно, трубку не берет. По-другому никак. И все остальные способы связи тоже использовали. Поэтому никого никто не запугал. Просто его нет на связи. Что с ним, мы не знаем. Может, просто заболел. Может, у него просто телефон украли. Не знаю. Вот, собственно говоря, короче говоря, он процесс поэтому не освещал. Но меня удивительно другое, уважаемая Зульфия. Почему только наши издания интересуются этим процессом? Почему только мы пытаемся как-то там попасть, хотя мы в Уфе? Сами орские СМИ даже не пишут. Я вчера следил за орскими и оренбургскими средствами массовой информации. И с социальными сетями. Ничего, ни слова. Только потом, когда появилось вот это официальное сообщение суда, что-то там пошло. А так нет. Никто из прессы в Оренбурге не присутствует на суде. Никто из прессы Башкирии не присутствует на суде. Представьте себе. Даже некоторые родственники не присутствуют на суде. Я думаю, что родственницы, не знаю, не буду врать, по крайней мере, у меня очень большое чувство, что и жена Ильшата Улибаева тоже не была на суде. И вот, вы хотите получать информацию от независимой прессы и не хотите поддерживать финансово, понимаете? В чем это у вас противоречие в голове? У нас всю жизнь в России информация была бесплатная. Почему? Чтобы ее потребляли все. Чтобы государство могло безнаказанно, бесплатно вас кормить тем, что ему нужно. Поэтому и многие СМИ были государственные. И сейчас до сих пор государственные. Хотя это миллионные траты, я вас уверяю. В нормальном демократическом мире средства массовой информации не зависят от государства. Не финансируются государством. Они финансируются теми, кто их покупает. Газеты, телевидение, радио, интернет-СМИ. Если надо, если вы хотите иметь независимую информацию, вы должны помочь прессе это делать. Они должны каким-то образом вашу поддержку ощущать. Поэтому либо вы подписывайтесь, либо вы ставьте лайки, либо вы копируйте ссылку на этот эфир и присылайте своим друзьям. Либо вы поддержите нас финансово, ссылки на этот есть, на сервис есть. Там 5 рублей, 100 рублей, не важно, любая копейка в дело пойдет. Вот. Мы не можем отправить туда журналиста. Сами посчитайте, сколько это стоит. Так что никто никого не запугал. Просто аудитория, которой нужна информация независимая, должна поддерживать СМИ. Теми же деньгами в том числе. Вот. Спасибо за поздравления. Еще раз пишут тут в соцсети, в комментариях. Но все-таки я напоминаю, что идет голосование. Вопрос важный. Отвечайте, как вы считаете нужным, независимо от меня. Думаете ли вы, что приговор суда в Орске носил политический характер, да или нет? По Баймакскому делу, по первому Баймакскому делу. Тем временем пришли новости о другом резонансном деле, о золотых прокурорах. Кто помнит, давно это было, конечно. Коммерсант федеральный рассказал о том, что Московский городской суд оставил без изменений приговор троим из 5 фигурантов дела о золотых прокурорах. Напомню, кто участник этого дела. Это бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов. Это бывший прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин. Это бывший заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артур Шаретдинов. Это предприниматели Фием Мухитов и Вадим Рамазанов. Так вот, всем вот этим сотрудникам прокуратуры приговоры оставили в силе. А вот предпринимателям приговор смягчили на 2 года каждому.
Ну, еще напомню, что приговор сам первой инстанции выносили в Москве. Бабушкинский районный суд в мае 23 года признал вот этих всех пятерых, в зависимости от их роли, степени участия, виновными там в целом ряде преступлений, в том числе взятки в крупном и особенно крупном размере, посредничестве во взяткочничестве, покушение на посредничество и злоупотребление должностными полномочиями. Вот. И Горбунова приговорили, напомню, это все-таки первый заместитель прокурора Башкирии, к 17 годам лишения свободы со штрафом в 40 миллионов рублей. А Гарифуллина, который, напомню, бывший прокурор Советского района Уфы, приговорили к 16 годам и штрафу в 25 миллионов рублей. Шериддинов получил 8,5 лет лишения свободы и штраф в 20 миллионов рублей. Был там еще некий Софеев, я сейчас, к сожалению, его должностные полномочия не могу сказать. Ну, вот его тоже к 8 годам. А предприниматели Мухитова к 7 годам, Рамазанов к 5 годам с разными штрафами. Вот им смягчили на 2 года предпринимателям. Тоже картинка из жизни. Большое было громкое резонансное дело. Олег Горбунов пытался скрыться. По-моему, он пытался бежать через Казахстан. И вот где-то, по-моему, где-то на Оренбурге его задержали. Тоже небезызвестная личность. В свое время, работая в газете «Бонус», я писал о нем статью. Я помню некие детали, что он общался с несовершеннолетней, что он был задержан гаишниками из-за нарушения ПДД, то ли был пьяным, то ли что. Он угрожал, по-моему, им пистолетом. Все эти записи исчезли из его дела. И даже в ответе на запрос редакции прокуратуры России сказали, что таких фактов не было. Хотя многие сотрудники, бывшие сотрудники прокуратуры и МВД подтверждали, что был такой факт. Ну, это просто к разговору об этом деле. Сейчас еще одно дело тоже многих беспокоит. Это, скажем так, подпольное медресе в Уфе. Кто помнит, на той неделе оно стало таким, попало в повестку дня многих СМИ. Так вот, второго фигуранта дела о подпольном медресе в Уфе отправили под стражу до 12 сентября. Некий Махмадин Мухторов был арестован на 2 месяца. А ранее отправили под стражу на 2 месяца Шамшода Каримова. Их подозревают в незаконном лишении свободы. Напомню, эти двое жителей, достаточно молодые, причем, по-моему, одному из них 19 лет, создали в Уфе так называемое подпольное медресе и воспитывали, в кавычках, детей жесткими методами. Там детей, естественно, наказывали по-разному, говорят, там кому-то палец повредили, кому-то еще что-то. Ну, не будем в детали вдаваться. Этих 16 человек детей, их вытащили в итоге. Один из них просто сбежал, попал в магазин, там рассказал, что вот такое происходит. И тут же вызвали полицию. И там 5 пришлось отправлять в госпиталь, в больницу, вернее. А 11, достаточно без повреждений, их в приюты поместили. Ну и вчера говорили о том, что дети, которые попали в больницу, их уже все-таки, все им помогли, они уже вышли из больницы. Это к вопросу, я думаю, вот этот подпольное медресе имеет тему к спору о том, кто все-таки представляет угрозу России. Оппозиционеры, там, скажем, кто-то называет иноагенты из Украины, там еще откуда-то люди всякие. Вот как говорят, например, что в теракте в Крокусе причастны украинские спецслужбы. Вот кто опасен? Опасен нашим людям. Ну, не только нашим, вообще тем, кто находится на территории России. Вот. И напоминаю, что, например, в Дагестане, когда были массовые беспорядки, там это разжигал некий телеграм-канал, который там автор его явно такой радикальный исламист. Так вот, что важнее для России? Бороться с оппозицией, с теми людьми, которые защищают, скажем, экологию. Вот. Либо с последователями радикального ислама, которые вот даже детей избивают, им это в норму. Это для них норма. За это даже родители платят деньги, чтобы так детей обучали в кавычках. Это просто информация к размышлению. Что для нас опаснее?
К другим новостям: в Башкирии продолжаются выборы, в том числе новости из этой сферы происходят. Центризбирком зарегистрировал кандидата на должность главы республики Артура Шайнурова. Он выдвинут от КПРФ. Вчера такая новость вечером пришла. Напомню, раньше были зарегистрированы сначала Ради Хабиров, он выдвинут от Единой России, и Иван Сухарев, выдвиженец ЛДПР, и Владимир Нагорный. Был зарегистрирован он от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Остается еще не зарегистрирован Ильшат Тимирьянов, выдвинутый партией «Новые люди». Вот, его тоже, я думаю, зарегистрируют. Ну, об этом мы расскажем. Единственное, что здесь маленькая деталь. Когда наш постоянный спикер Дилара Гундорова обратилась в партию «Новые люди», ей сказали, что мы никого выдвигать не будем в Башкирии. А вот тут все-таки сказали: мое слово, я хозяин свое слово. Сказал, забрал обратно, выдвинули все-таки они Ильшата Тимирьянова. Это просто так. Напоминание для тех, кто, может быть, не помнит, что у нас мог быть некий независимый альтернативный кандидат. Здесь, по крайней мере, в этой пятерке Сухарев, Хабиров, Нагорный, Тимирьянов, Шайнуров я не вижу никакой альтернативы. Возможно, Тимирьянов что-то может предложить нового, потому что партия «Новые люди». Но пока, по крайней мере, он молчит. Не слышал, не видел. Может быть, ему не положено агитацию начинать, пока не зарегистрировали. Но полагаю, что, по крайней мере, об этом могли его однопартийцы сказать. Каких он мнений и взглядов. Вот. Тем не менее, и все они стопудово поддерживают официальную линию партии. Все вот эти... Это то, что какая линия официальная в Баймаке. Я думаю, они все одинаково относятся к этому, к баймакским событиям. Но если это не так, пусть выскажутся. Пусть у них право есть по баймакским событиям сказать, что там были массовые беспорядки, не были. Были там все тысячи людей объектом манипуляции, значит, оппозиционеров и инагентов и прочих там всяких экстремистов, террористов. Либо они все-таки свою голову имели на плечах и пришли сами по своей собственной воле, чтобы защитить экологию. Вот пусть они сами скажут, эти кандидаты. Но я думаю, они будут молчать. Давайте проверим. До выборов всего мало времени осталось. В сентябре, напомню, 3 дня будут выборы. 6, 7, 8 сентября. Это тоже нововведение в Башкортостане. Видимо, за один день не удается провести выборы. Теперь за 3 дня. К другим новостям. Первый банк еды в Башкортостане обрел свой дом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Вчера торжественно в Уфе открыли распределительный центр башкортостанского отделения фонда «Банк еды Русь». Вот, как пишет пресс-служба правительства, фудшеринг по-башкирски имеет свой слоган «Делиться важно». И этот центр Азек-Тулек с одноименным региональным оператором станет штабом координации работы ритейлеров и волонтеров. И тут высказался на эту тему, цитату приводит вице-премьера правительства Башкирии Урала Кельсенбаева, который говорит, вспоминает декабрь 22 года, когда в Туркменово Баймакского района целая деревня лишилась практически всего, люди были вынуждены уничтожить крупный рогатый скот, а в семьях это как раз источник жизни. Тогда Банк еды Русь пришел на помощь, и семьи встретили Новый год в достатке с полным холодильником. Вот. И теперь это будет работать как большая система. Главный офис центра разместился в здании на улице Зорге 5. Зорге 5 очень такой своеобразный адрес. Адрес это там находится здание Сбербанка, вот, которое сейчас хотят продать в Сбербанке. Об этом тоже были новости. Вот. Но в этом центре теперь там туда будут приходить продукты, которые волонтеры будут фасовать, продуктовые наборы для нуждающихся. В продуктовый набор входят чай, сахар, молоко, гречка, тушенка, подсолнечное масло и другие продукты первой необходимости. По этому же поводу высказался министр труда, семьи и социальной защиты Ленара Иванова. Она сказала, вот сразу интересную очень вещь она сказала. Вы знали, что 30% еды выбрасывается? Задают такой вопрос, и вот как бы... При этом есть всегда люди, которые в этой еде нуждаются. Да, очень несправедливо, когда люди нуждаются в еде, а 30% еды выбрасывается. И тогда в этом плане этот проект действительно очень важный, очень нужный. Помогать людям важно, делиться важно. Но обидно, что у нас есть люди, которым не хватает денег на еду, и они голодают.
Это обидно. Вот. А в это время Ратмир Мавлиев сообщил, что Уфа стала одним из первых городов России, где электросамокаты начинают использоваться городскими службами. Речь идет о том, что 15 самокатов передали Центру общественной безопасности, об этом сообщил сам мэр Уфы. И вот как бы они будут на этих самокатах выполнять свою работу, охватят больше территории, будут более оперативными. При этом 7 из этих самокатов в следующей партии уже будут и велосипедов. Ратмир Мавлиев пообещал передать главам администрации районов. Самое интересное, что здесь, когда я эту тему обсуждал, просто на улице, было очень смешно. Комментарий слышать, как, говорит он, глава района, если ему 150 килограмм, например, сядет на этот самокат, и как он поедет. Я, конечно, не знаю, есть ли у нас такие толстые, тяжелые люди в лице глав администрации, возможно, нет. Вот это я просто передаю обывательское отношение к этой новости. Она довольно характерна, согласитесь. Вот у нас настолько мы все-таки привыкли относиться к власти как к чему-то такому, что дает обилие, достаток, соответственно, ты становишься тучным, у тебя живот и прочее, да? Вот это характерное отношение, просто это отношение. Это не факт, что люди у нас такие там полные и прочее. Вот. Что еще сказал интересного Ратмир Мавлиев, что с начала учебного года будут введены ограничения по движению по самокатам возле 33 образовательных учреждений. И уже введены ограничения на перекрестках, и 5 км в час, не больше, можно двигаться на самокатах. И частично запретили движение возле детских площадок и парковых зон. В парковых зонах. Хотя в парковых зонах, мне кажется, только и кататься и надо, блин. Где еще? Не знаю, вот такое решение. Скоро мы подведем итоги голосования. Прошу вас, если вы не ответили на вопрос, носит ли политический характер решение суда в Орске по первому баймакскому делу, да или нет, варианты ответов, проголосуйте. Скоро мы подведем итоги голосования. А сейчас я предлагаю перейти к ретроспективе, так сказать, вспомнить, что у нас освещалось в редакции нашего тогда еще радио «Эхо Москвы» 5 лет назад. Вот, читаю комментарий. Один кандидат уже не выбор, а если приведут и одного? Непонятно. Непонятно. Что вы имеете в виду, Рашида? Вот. Там 5 кандидатов, напоминаю. И тем не менее, это не означает, что это настоящие выборы. Более честно было в Советском Союзе. Когда ты приходишь на участок, и тебе в бюллетене всего одна фамилия. Выбирай одного из одного. Такой выбор предлагали людям. Такое было отношение к власти, к людям. Что это формальность, как они проголосуют. Они должны галочку поставить. И все. За одного человека. Сейчас другое отношение. Сейчас более хитрое. Сейчас давайте вам еще раз повторял эту аналогию. Выбирайте, вот вам гнилая картошка, вот вам зеленая картошка, вот вам картошка проросшая, вот вам вареная картошка, вот вам жареная картошка. Выбирайте из 5, какую картошку вы возьмете. А я говорю, мне нужно мясо, или мне нужен помидор, или мне нужен там огурец. Не нужна мне картошка. Да. Вот. Это другой обман на другом уровне, более тонком. Вот и все. Тогда не было обмана, тогда говорили, выбирай одного из одного. Это было, по крайней мере, честнее. Сразу было понятно, что выборов нет. Сейчас имитация выборов. Это если говорить простыми словами. Имитация выборов. Вот. Давайте вспомним, что прошло о чем мы говорили 5 лет назад в этот день. 5 лет небольшой отрезок времени, но тем не менее очень интересно, можно делать выводы. Итак, в этот день редакция «Эхо Москвы» в Уфе рассказывала, что эксперты признали умершим живого человека, подписавшегося за выдвижение Лилии Чанышевой в Горсовет Уфы. Здесь в этом заголовке каждое слово важно. Лилия Чанышева сейчас признан экстремистом-террористом и сидит в колонии на 9,5 лет приговор за политическую деятельность. Тогда она хотела стать депутатом Горсовета и заниматься официальной политической деятельностью. Сейчас она в колонии. Но как действуют власти? Чтобы не признать ее, значит, подписи
признали умершим живого человека. Вот это было в суде. Об этом рассказал, значит, соответственно, активист штаба. Вот. И поэтому эту подпись признали недействительной. Значит, при этом юрист штаба сказал, что он лично приходил к этой женщине, там, которая поставила подпись за Чанышеву. Предложил, давайте вы ее вызовем. Судья сказал, не надо. Принесите справку, что она живая. Это новость прекрасна во всем. Это вот отношение суда. Вот как шел суд в Орске, ребята, вы знаете? Мы не знаем. Потому что детали мы сообщить, к сожалению, не можем полностью всех. А с последнего заседания мы просто там не присутствовали. А вот там человек присутствовал и рассказывает, как. Просто признали, значит, человека мертвым, а чтобы признать его живым, недостаточно его пригласить и сказать, а ты живой или нет? Спросить его в глаза посмотреть. Дайте нам справку, что вы живая. Это вот очень, я не знаю, это достойно Кафки, пера Кафки, да. Вот завтра я должен доказать, что я живой, справка из ЗАГСа, что я живой. Представляете? Не то, что я вот с вами сейчас разговариваю. Ну, это вот абсурд в высшей степени. Вот. Ну, это вот новость такая, мы подробно, там были еще другие детали, не буду уже еще их рассказывать. Другие новости. Доля бедных в Башкирии составляет до 17,5%, сообщал Башинформ. Данные опубликованы были аналитиками агентства «Эксперт». Башкирия занимала 5 лет назад середину рейтинга, где помимо нее находится еще 38 субъектов. По данным исследователей, доля бедных в республике варьируется от 10,5% до 17,5%. Это более точная цифра. Я посмотрел, где мы сейчас находимся. Сейчас у нас 9,5% бедных в Башкирии по итогам прошлого года. Вот. Но, ребята, это цифры, проценты, они мало что говорят. Говорят абсолютные цифры. Я нашел цифру, что в 2022 году в Башкортостане было бедных 408 600 человек. 400 тысяч человек в Башкирии в 2022 году были бедными. Представляете? 400 тысяч. Это, я не знаю, пол-Уфы. 400 тысяч человек бедные. Причем, и даже кажется, что мы стали лучше жить. Вроде бы 5 лет назад было 17,5 бедных там, или 10,5, а сейчас 9,5% бедных. И это не так, потому что надо копать глубже. Вот, например, цифра. Если год назад на среднюю зарплату в Башкирии можно было купить 2 набора фиксированных товаров и услуг, год назад, то сейчас можно купить 1,66. То есть бедные стали еще беднее. Вот что я хочу сказать. Даже те вот эти 9,5%, которые сейчас официально признаются, они еще беднее стали. И это я не могу назвать улучшением и развитием. Я не могу назвать, что мы развиваемся хорошо. И я не могу радоваться успехам, там, когда говорят, что Башкортостан там в первом месте по промышленной политике, еще что-то. Давайте говорить правду. Мы живем лучше или хуже по семейному кошельку, бюджету? Стало у вас больше возможностей или стало меньше? Мне кажется, возможностей стало меньше. Даже для этого приходится открывать банк еды сейчас, ребята. Это же тоже о чем-то говорит. Значит, эта услуга востребована. Еда востребована. Бесплатная. У вас 400 тысяч человек бедных. Каждого надо кормить. Это очень печально. Но надо это знать, надо об этом говорить. Но заголовков этих в новостях нету сейчас. Вот таких сравнительных, я думаю. Что в Башкортостане стало в 1,5 раза меньше денег бедные могут купить на свою зарплату, на среднюю продуктов и услуг. Еще одна новость 5-летней давности. В Башкирии дефицит учителей достиг 1500 человек. Такие данные в свое время озвучил ректор БГПУ Салават Сагитов. Тоже цифра интересная. Цифра 1500 человек дефицит учителей 5 лет назад. И новость сегодняшнего дня. По результатам 2023 года дефицит педагогов в Республике Башкортостан составил порядка 1500 человек. Ох, как хорошо. 5 лет прошло, ничего не изменилось. 5 лет дефицит педагогов такой же. Значит, что?
Значит, все ваши слова, уважаемые руководители республики, о том, что мы ведем работу большую, что мы хотим этот кадровый вопрос, дефицит решить, ничего не значит. Цифры говорят сами за себя. Делаете вы, значит, не то. Значит, вы по-прежнему загружаете педагогов бюрократической работой. Они по-прежнему много времени уделяют всяким отчетам. Они по-прежнему получают мало зарплаты. Они по-прежнему вынуждены подрабатывать. И сейчас еще и уходят многие, потому что не выдерживают вот этих всяких нововведений, всяких там разговоров о важном, о неважном, о супер неважном. Вот. Люди уходят. Об этом, кстати, в свое время мы говорили с Екатериной Дунцовой, когда она еще не была признана иноагентом, сейчас она признана иноагентом, в эфире нашей программы «Аспекты мнений». Она говорила, что люди, которые имеют свою гражданскую позицию в школах, они вынуждены увольняться, а это не самые последние, не самые худшие специалисты. Вот они уходят, и качество образования, соответственно, падает. Ну, продолжим. Теперь я предлагаю подвести итоги голосования. Напомню, что я задавал вопрос. Приговор суда в Орске по первому фигуранту баймакского дела – это политическое, мотивировано или нет? Теперь посмотрим, как вы считаете, да или нет. Ага. Так. Ну, во-первых, спасибо, что активно голосовали. Ответ на вопрос, приговор суда в Орске по первому делу по Баймаку носит политический характер. Большинство, 85% считает, что да, носит политический характер. И 15%, соответственно, нет. Ну, это, конечно, спасибо большое за то, что активно участвуете. Это, конечно, не соцопрос, это не имеет научного характера, скажем так, но имеет характер лично для меня, насколько мы с вами схожи в мыслях, в идеях, как мы воспринимаем события, одинаково или нет. То есть лично я считаю, что да, конечно, политический характер. Сам процесс носит, и приговор тоже не может не нести политический характер, поскольку ну, судья, он же не отдельно существует, он же в системе в этой всей существует. Нет никакого независимого суда, хотя это в Конституции указано, написано. Нет независимого суда, надо это откровенно признавать. У каждого судьи есть свой начальник, председатель суда есть, в конце концов. У председателя суда есть еще свой председатель, у того еще свой. Есть руководитель региона, который может негласно как-то повлиять на дело, через какие-то другие рычаги и прочее. Вот. И пока это не изменится, ребята, никаких вот по политическим делам объективных решений, я думаю, ждать не приходится. И всем родственникам тех, кто попал по баймакскому делу, сидит сейчас, надо снять розовые очки с глаз, надо перестать надеяться на то, что ваших родственников, мужей, сыновей кто-то оправдает, кто-то скажет, что условный срок будет. Никаких условных сроков не будет, на мой взгляд. Вот будут 5 лет, может больше, кому-то меньше. Всех посадят. Это результат нашей системы, который носит недемократический характер. Как бы ни говорили некоторые придворные политологи, что у нас страна демократическая, у нас абсолютно все исчезли признаки демократии. У нас нет разделения властей. У нас властвует только одна исполнительная власть. При этом сейчас тенденция наблюдается, что в ней усиливается влияние именно силовых органов власти. Вот. И, соответственно, решается все через колено, с помощью силы, насилия. Нет свободы слова. Журналистов, как вот вы говорите, запугали. Некоторых, конечно, запугали, возможно. Некоторым просто не дают работать, выдавливают из страны. Нету свободы слова, нет разделения властей, нет выборов. Ну и много чего еще нет. Нет верховенства права, нет того, что права человека, которые принадлежат мне с рождения, не по закону, с рождения, они не соблюдаются, они не признаются. Государство у нас на первом месте, а человек это винтик, ничто. И об этом говорят многие факторы. Даже статья, которая появилась в Башинформе, где люди считаются винтиками, которые могут там по указке чьей-то ходить. Там, даже такое отношение со стороны, ну пусть он
работает в официальном СМИ. Но у него же голова на плечах должна быть. Как можно представлять, что люди сами по себе ничего не решают? Это вот общее впечатление государства, да, у вас такое. Государство так и думает, что люди ничего не должны решать сами. Пусть голосуют, как мы им велим. Пусть признаются в той вине, в которой их нету. Пусть они, значит, поддаются, как, я не знаю, неграмотные там люди, не буду других слов, указаниями из-за рубежа. Ну, смешно. Живите уже этой жизнью. Этой жизнью. Сейчас живите. Для своих детей живите. Чтобы не было больше такого. Чтобы ваши дети, в конце концов, жили в свободной, нормальной, демократической стране. Живите так. Не поддавайтесь этому. Уважаемые коллеги журналисты. Спасибо, что выслушали. Теперь еще последняя рубрика. Немножко затянем сегодня, извините. Вечерний выпуск новостей хочу прочитать. Телеграм-канал «Эхо Новости». В Москве арестован один из бывших руководителей ЛДПР Сергей Абельцев, экс-депутат Госдумы, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее он был известен судебной тяжбой с сатириком Виктором Шендеровичем, который назвал его «животным Еху» из-за нападения на правозащитников. Дело против бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского может быть связано с госконтрактами на поставку мебели для библиотек, узнала газета «Коммерсант». Чиновник был арестован накануне и уже попросил его отправить на специальную военную операцию в Украину. Суд в Петербурге вынес приговор супружеской паре художников из-за открыток на украинском языке. По версии следствия, фигуранты написали на них пожелание смерти главе России и разместили их в супермаркете. По статье о призывах к терроризму Александр Доценко получил 3 года заключения, а его жена Анастасия Дюдяева 3,5 года. Украина перекрыла транзит российской нефти от Лукойла в Словакию. Как сообщили в Братиславе, это связано с санкциями Киева в отношении этой компании. Накануне стало известно, что Украина прекратила транзитные поставки той же нефти и в Венгрию. Американский аналитический центр фонд Карнеги за международный мир объявлен в России нежелательной организацией. Министерство юстиции внесло его в соответствующий реестр. В России с 1994 года работал филиал фонда, но вскоре после начала специальной военной операции в Украину он был закрыт. Демократы в США, как утверждает газета New York Times, отложили официальное выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата в президенты. Процедуру перенесли со следующей недели на август. В свою очередь, источники портала Axios утверждают, что Джо Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже в эти выходные. Изображение купюры в 1000 рублей на туалетной бумаге суд в Москве признал оскорблением чувств верующих. По словам прокурора, на банкноте нарисован памятник князю Ярославу Мудрому, которого РПЦ считает святым. По решению суда были заблокированы 4 интернет-магазина, где продавался этот товар. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наш утренний эфир завершается, но нашей работы нет. В 11:00 мы приглашаем вас снова на наш YouTube-канал «Аспекты Башкортостана». Будет программа «Аспекты мнений». Мой коллега Дмитрий Колпаков пригласил в качестве спикера общественника движения «Стоп Башр-ТС» Альберта Рахматуллина. 11:00 YouTube «Аспекты Башкортостана». Милости прошу. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире.